Оно было сложно, оно было психологически иногда противоречивое, дискуссия иногда носила непростой, а такой характер, все-таки противоречий. Но ведь как в спорте говорят, главный финиш. Так вот, финиш оказался как раз благоприятным. То есть, на предпоследнем этапе, когда мы договорились с Эдуардом Васильевичем об итоговом документе нашего соглашения, руководство Абхазии было против. И все-таки, вот сейчас, на последнем заседании, после выступлений наших руководителей республик, Кавказской, Северо-Кавказской, России, руководителей краев, Краснодарской, Ростовской области, выступление Эдуарда, ну, наступил какой-то перелом. Действительно, делегация Абхазии поняла, что уходить с такой нашей встречи ни с чем это невозможно. И она пошла на подписание документа с некоторыми поправками. Ну, я не буду говорить об этих поправках, но самое главное, что мы подписали две главы государства России и Грузии до собой. Но дальше подписались сегодня все, кто уникальный значит. Уважаемые господа, а какой будет механизм, простите, реализации вот этого документа? Ведь регион наводнен оружием. Да. Создана комиссия специальная, в этом соглашении предусмотрено создание комиссии, смешанной комиссии. Со стороны Российской Федерации она уже создана, и она работала вот эти многие дни для подготовки сегодняшней нашей встречи во главе с Кижой, то есть Степановичем, зампредседателя правительства. Ну и там много-много членов этой комиссии. И они поработали неплохо. В общем-то, выработали документ, хотя он, конечно, сразу не был принят. Дальнейший этап. Создается совместная комиссия Грузии, России, Абхазии. И вот эта совместная комиссия, а уж механизм ее взаимодействия и руководства они определят сами, кто там будет руководить, они будут постоянно заниматься вопросами Северного Кавказа, Абхазии, Грузии. И самое главное, конечно, чтобы, значит, военные противостояния прекратить, перестрелку всю прекратить. Ну, и я уверен, Эдуард Васильевич, что наше сегодня решение все-таки будет выполнено. Мы назначили срок с 12:00 5 сентября. Прекращение огня. Прекращение огня. Нет, это Сказал все по существу. И чистая атмосфера, которая царила, все трудности, которые здесь возможны. Эта атмосфера отражает реальную ситуацию, которая драматическую, видеть. Что касается
реализации рассудки договоренности. Это не просто. Не просто. Но мы твердо определились сегодня. Я считаю, что сегодняшний день это без привлечения пойдет истории, Кавказа, отношения России, государства, России, Грузии. И мы не допустим, что все, что было сказано, осталось только на бумаге. Мы будем драться за то, что воцарится мир в нашем трудном регионе. Я прямо сказал, если нам не удастся реализовать достигнутую договоренность, Кавказ превратится в второй диван. Вот такая угроза реально существует. Мы это осознаем, ответственность перед нашим народом, перед миром. Мне кажется, что сегодня сделан очень важный, решительный шаг. Если не реализуется, это будет минимум 5 Нагорных Карабахов. Вот это надо иметь в виду. Поэтому наша политическая ответственность Эдуарда Амбросовича и моя, и других руководителей, которые связаны с этим, именно перед судьбой истории, перед своими народами. То, что мы сегодня подписали, выдержать обязательно. В этом вся наша роль. Самое главное на сегодняшний момент. Будет ли сохранен контингент, сейчас находящийся в Абхазии, Гвардия грузинская. будет сохранен огня? Что может произойти? 5 сентября, это не случай. Завтра, еще 4 число, больше для нас. Что может произойти? И как будет реагировать? Там записано. Стороны должны вас Вы получите этот проект, или не проект, а подписанный этот документ. Кстати, вы все сделаете. Пресс-секретарь президента, вы знаете его, да, значит, Вячеслав Васильевич передаст вам вот этот документ, который мы подписали. В нем все записано. Будет сохранен. Насчет контингента тоже есть интересная запись. Пока есть необходимость присутствия вооруженных сил, мы их будем использовать. Если они остаются для того, чтобы выполнить главную задачу, в интересах которой были они введены. Охрана железной дороги и магистральных мостов. Борис Николаевич, значит ли это, что российские войска и, может быть, абхазские какие-то военные формирования будут подключены к грузинским войскам и на трехсторонней основе будет обеспечиваться тот самый мир, которого все мы ждем? Именно так предусмотрено нашим итоговым документом. Включая абхазские. Включая абхазские Российский войска. будет везде, там сейчас нет везде. Совместно. В том числе войска вооруженные и армия России, и внутренние войска России. Как российское руководство будет строить взаимоотношения с Федерацией горских народов, с Конфедерацией? Я не знаю юридически такую организацию. Борис Николаевич. С казачеством радикально настроены с другой стороны. С казачеством надо взаимодействовать в рамках закона и использовать их, на что они способны для защиты южных границ. Абхазские соединения будут участвовать? Ну, я должен сказать, что прежде всего, что я тоже подписал этот документ. Подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа. Изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, греков. Произведены огромные разрушения на территории республики. Это колоссальный ущерб. И мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью истреблен. В силу того,
и соотношение сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть под всем этим документом, что, в принципе, может привести к серьезным последствиям. Но я здесь надеюсь, очень надеюсь и на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руководителей республик, которые твердо заявили, что в этой очень сложной ситуации, и материальной, и другой, они окажут всяческую поддержку и не допустят ни истребления абхазского народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии. Борис Николаевич, Я не буду комментировать то, что говорил Владислав Григорьевич. Не буду комментировать, потому что мы взяли курс на примирение, на установление мира. Поэтому я ухожу от этих комментариев. Борис Николаевич, скажите, Россия бедная, дать нечего. И однако же все сейчас республики в сложном положении и народы обращаются к России стать гарантом мира. Чем вы объясняете это? Я объясняю это тем, что Россия великая держава. Великая, мощная. Если раньше это определялось количеством стратегических боеголовок, то сегодня нет. Это определяется ее историей, культурой, духовностью, будущим, полезным ископаемым, творческим потенциалом людей. Вот я почему считаю, что к России сегодня вот именно направлен такой пристательный взгляд на то, чтобы где-то повлиять России на вот такие события. Возникает вопрос, почему мы подписали это соглашение, вот, учитывая то, что там для нас очень много неприемлемых моментов, и в первую очередь самый главный вопрос. Это вопрос о выводе войск, которые введены на территорию Абхазии. Вот. Подписали мы потому, что если бы, вот когда такое есть стремление, и этот документ был подписан Ельциным, значит, Шеварднадзе, всеми членами вот этих делегаций, прям с оговорками, но все членами, представителями всех республик Северного, руководителей Северного Кавказа, если бы мы не подписали этот договор, то, вернее, это соглашение, то сказали бы, что мы, вот абхазцы, не стремимся к миру, мы не хотим прекращения огня. Хотя мы на самом деле не только хотим, но мы жаждем того, чтобы этот огонь прекратился. Вот. И нас бы в этом обвинили. Вот. Этому была бы дана такая широкая вот огласка, что вот именно абхазская депутация не подписала, значит, они не хотят прекращения мира, что они виноваты вот в том, что это продолжается. Вот. Стали бы со всех сторон так довольно дружно, нам бы перекрыли, во-первых, не только, так сказать, доставку того, чем мы можем здесь как-то еще отражать эту агрессию, но и перекрыли бы даже, возможно, не допуская это, или осложнили бы доставку продовольствия и так далее. В это самое время, используя вот эту возможность, наши противники еще больше бы усилили давление на нас чисто военное, стреляли бы, убивали бы, жгли бы, мы бы поднимали крик, обращались бы к общественности, а нам бы говорили, что вот вам предложили вариант, а вы отказались. Поэтому в этой очень сложной ситуации, вот, мы взвешивали все за и против, и в конечном итоге мы решили подписать этот документ. Вот. Я думаю, что вы должны понимать, что ответственность за подписание этого документа ложится в первую очередь на того человека, который подписывает документ. Вот. Никто не смог бы меня заставить это подписать, если бы я не был уверен в том, что это было необходимо. И я считаю, что мы поступили правильно, показав свое стремление к миру, стремление к прекращению кровопролития, вот. Но при том, что у нас эти сомнения оставались, об этом я и сказал, вот, буквально слово, фразу, из которого все время вырезали вот эти моменты, то вырезали начало, то вырезали конец, вот, о том, что есть подводные камни. Я имел в виду в первую очередь то, что и имею в виду, то, что если пока, понимаете, войска находятся здесь, это, собственно, не войска в буквальном смысле слова. Это буквально головорезы, убийцы, которым дали оружие, выпустили из тюрем, очень многих из них, для того, чтобы они совершили этот поход в Абхазию,
грабили, убивали, вот это. И оставление их здесь, нахождение их здесь, они ведь не изменятся, мы же знаем прекрасно. То есть те, кто убивают вас, они будут находиться здесь и будут продолжать то же самое делать. Мы просто высказали свое сомнение в том, что таким образом можно эту проблему решить. Тем не менее, мы пошли на это, подписали этот документ. Вот. После подписания документа мы встречались, значит, вот, с представителями грузинской вот этой самой делегации, беседовали с ними, вот, беседовали с ними, пытались как-то, так сказать, друг друга понять, вот, как дальше действовать. Хотя вот такой активности какой-то с их стороны в плане вот миротворческих усилий мы, к большому сожалению, не увидели. Но со своей стороны, в рамках уже вот этого документа мы подготовили, нам должна быть создана контрольная комиссия, которая должна следить за разъединением этих войск, за тем, чтобы вот за нормализацией этой обстановки, за прекращением стрельбы и так далее. Дело в том, что представители этой комиссии вот от российской части должны прибыть только во вторник во главе с заместителем министра обороны Кондратьевым. Они должны прибыть во вторник. Но мы не стали дожидаться даже этого момента. Мы со своей стороны сразу предложили своих участников вот этой комиссии. Более того, вчера мы вышли на контакт с грузинской стороной. Сегодня вот сейчас вертолет вылетает в Сухуми. Туда летят, значит, Лабахо, который возглавляет эту группу, Зураб Акакович. Летит депутат Пиле Давид Чичевич, который участник вот этой, будет членом этой комиссии. Туда летит Какали, летит туда Анкваб, как министр внутренних дел. 4 человека туда входят, чтобы встретиться. То есть мы даже не ждем вторника, ибо если уже вчера вступило в силу это соглашение, то надо максимум сделать для того, чтобы сразу же начать. На первый вопрос по поводу возобновления работы и переезда в Сухуми могу заявить, что это может быть сделано только в одном случае, если все войска и техника, все войска будут выведены из столицы. Работать под охраной оккупантов на территории Сухуми я лично как председатель Верховного Совета не собираюсь. Когда только все войска территорию Сухуми покинут и ни одного там не будет, ни танка, ни соответствующих сил, будет это, так сказать, контролироваться территория теми, кто должен ее контролировать, то есть нами, тогда можно оставить вопрос о переезде, а до этого мы будем работать здесь. Вот. Что касается по поводу Грозного, участия вот, в Грозненском, то там есть наши депутаты, есть наши представители, это Тарас Шамба там находится, и Гена Аламея, который вот, участвует в данной встрече. Пожалуйста. Владислав Петрович, Международное агентство человека права. Обращалась ли Абхазия в международные организации, которые занимаются защитой прав человека? В частности, Организация Объединенных Наций, Международный суд. И если обращалась, то какова реакция? Ну, обращались мы практически, и мы обращали несколько обращений, написано Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, другие организации, вот, которые входят в ООН. Это обращение было и по поводу агрессии, с, так сказать, мотивировкой, что это действительно агрессия, и по поводу агрессии, по поводу геноцида, по поводу того, что Грузия нарушает устав и другие международные вот пакты, которые, так сказать, она должна соблюдать, являясь членом ООН. Кроме того, мы направили соответствующее вот уже письмо по поводу того, что касается участия добровольцев, потому что с нашей точки зрения это совершенно не вот то, что прокуратура России возбудила уголовное дело против вот, конфедерации, это совершенно, так сказать, во-первых, это, ну, это неверно ни с правовой, ни с нравственной точки зрения. Почему? Потому что, ну, скажем, мы считаем, что есть здесь, во-первых, двойной стандарт. Когда в Приднестровье шла война, и когда по зову своего сердца, вот я это говорю даже в интервью вот сегодня, что люди пошли помогать Приднестровью, ведь никто же не возбуждал против там казаков уголовного дела. Почему же, когда здесь то же самое происходит, идет геноцид против народа, люди пришли помогать, почему против них надо возбуждать уголовное дело? Это вот раз. Во-вторых, существует Женевская конвенция, это вот, вернее, Гаагская конвенция 1907 года, в которой сказано, что вот на такого рода добровольцев распространяет все правила и нормы, вот, как и как для участников войны, международные нормы, которые как для участников войны. То есть ничего здесь вот нет. Поэтому
Вот по всем этим вопросам мы обратились, но к большому сожалению, понимаете, все же вот этот образ Эдуарда Амвросевича, человека, который все знает и далее, вот мне сейчас было сообщение, что генеральный секретарь ООН там чуть ли не послал там телеграмму, Шеварднадзе об этом говорит, что он его поздравил, что вот там вы уже это дело решили. Понимаете, это есть определенные силы, которые создают вот такое настроение, есть такое определенное отношение. Вот он такой хороший, если он даже на ваших глазах убьет, зарежет человека, то все равно, понимаете, вот это все же такой человек, это нельзя. Вот это, к сожалению, стереотип действует. А нам очень сложно выходить на вот эти организации, поэтому мы обращаемся в данной ситуации вот и к журналистам, представителям общества, с тем, чтобы, когда информация есть более широкая, и, может быть, как-то и резонанс будет это, и будет соответствующая реакция. Но по сей день мы, например, здесь не имеем, хотя обратились представители Международного Красного Креста, представители даже вот Российский Красный Крест обратился к нам, мы дали все координаты, сказали, готовы ждать. Нам очень важно, чтобы здесь, вот сейчас, если даже вот Сухуми будет освобожден, чтобы в Сухуми приехали журналисты, приехали эксперты, чтобы они увидели, что там происходило, чтобы они беседовали с людьми, слушали то, что там было. Это самая главная часть той работы, которая будет происходить по мере освобождения. Потому что, вот как я и сказал, это тот ужас, который здесь сотворен, человечество должно знать. И агрессор, кстати, очень боится этого. Поэтому и говорят, давайте вот мы вас убили, расстреляли, сожгли, но теперь давайте будем жить мирно. Ну, простите, давайте мы посмотрим, что вы сделали. Давайте пусть это станет достоянием мировой общественности. Для нас это очень важная часть работы. Пожалуйста. Вот, как известно, руководители Республики Северного Кавказа стояли на позициях полного привода Госсовета с территории Абхазии. Но потом они изменили свои позиции. Как вы считаете, что послужило толчком к этому? И могли ли они быть более твердыми? Ну, я думаю, что, во-первых, они на встрече с Ельциным тоже заявили, что они за безоговорочный вывод войск. Безоговорочный вывод войск. Вот. Ну, а здесь, понимаете, Борис Николаевич примерно так и сказал, что вот он когда пришел, сказал, ну, в конце концов, все, мы не можем же каждую строку тут обсуждать, так сказать, время идет и так далее. В конце концов, говорит, и в Соединенных Штатах и президент иногда придет, вот так стукнет по кулаком по столу, говорит, вот так надо, и, так сказать, вот я подписываю, и, так сказать, да, и будьте здоровы, да. Да, и я лично думаю, что, как вам сказать, если бы в аналогичной ситуации оказался я, конечно, свое мнение должен был сказать здесь. Если бы со стороны северокавказских руководителей было очень твердо заявлено, что вопрос должен быть решен именно так, о выводе. Почему? Потому что в самом заявлении, обращении Ельцина к руководству Грузии и Абхазии ведь было сказано, что войска должны быть выведены. Мы на это обращали внимание. Ведь там же сказано это. Если бы это была очень твердая решимость, я думаю, что это бы, наверное, сыграло свою роль. Но, понимаете, вот противостоять давлению со стороны, это не все могут. Поэтому тут, к сожалению, мы остались, когда, представьте, на ваших глазах все подписали, вот вы сидите, даже в этой ситуации очень сложно. Почему? Потому что вас же придавят, и еще вас же потом обвинят. Вас же придавят, и вас же обвинят. Понимаете, вот за ручки вас подвесят, и вот начинает там расти, тяжело. Но если бы это на вашей судьбе только отражалось, а тут шире вопрос. Так что о твердости позиции, конечно, было бы... Ну, например, если бы вот Конфедерация горских народов не проявила здесь мужество и пришла, если люди эти не проявили мужество, не пришли бы, ситуация была совсем по-другому развивалась бы здесь, в Абхазии. Совершенно по-другому. Проявили же они мужество. Стали же, когда им препятствовали, не пускали, все равно, ведь прошли они. Ну, тогда, значит, это и дало результаты. Здесь, конечно, могло быть, но мы, в общем-то, понимаем реальные условия, в которых приходится работать этим руководителям, поэтому, так сказать, здесь никаких, так сказать, претензий к ним